Вот и настал тот день Великой Победы. Сколько было чувств, сколько эмоций. Гордость бойцов, которые своими ратными подвигами приблизили счастливый день 9 мая 1945 года. Радость родственников, дождавшихся близких с фронта, и слезы тех, кто не дождался. Время надежды на мирную и счастливую жизнь. В ТССР, как и во всей стране, каждый житель был готов, ограничивая себя во многом, взяться за восстановление родного края. Памятником человеческого горя и великого героизма возвысились развалины Сталинграда. 160 суток не утихая здесь шел бой. После окончания войны основную часть финансовой помощи правительство СССР направляло в те регионы, которые пострадали в ходе боевых действий и оккупации. ТССР, как тыловая республика, получила значительно меньше средств для послевоенного восстановления. Более того, еще во время войны республика сама начала оказывать помощь территориям, освобожденным от немецкой оккупации. ТССР пришла на помощь нескольким районам Сталинграда и Сталинградской области, взяла шефство над городом Орлом и некоторыми районами Курской области. Туда отправилось оборудование, строительные материалы, семена, породистый скот, одежда. В Сталинград уехали квалифицированные рабочие, инженеры, медицинские работники, учителя. В послевоенные десятилетия Татарская республика стала одним из самых быстро развивающихся регионов Советского Союза. Военно-промышленный комплекс, развернутый в годы Великой Отечественной, создал базу для мощного индустриального рывка. Наряду с Казанско-Зеленодольским промышленным комплексом начал быстро прогрессировать юго-восток республики, где еще в годы войны были обнаружены богатые нефтяные месторождения. А вот в развитии аграрной отрасли были серьезные проблемы. К окончанию войны сельское хозяйство ТССР, как и всего Советского Союза в целом, находилось в упадке и нуждалось в государственной поддержке. Посевные площади в республике сократились почти на треть. Не хватало сельхозтехники, удобрений, снизилась урожайность. Значительно уменьшилось поголовье скота. Эти трудности были связаны с тем, что после войны деревня, естественно, вышла из войны обезлюденной, обезмужиченной. Все силы ушли на фронт. И после войны крестьяне справедливо ожидали каких-то послаблений, поддержки государственной. А вышло все с точностью да наоборот. Усилился мобилизационный характер аграрной экономики, поскольку требовались большие средства для индустриализации дальнейшей, для развития промышленного производства, на которую делала ставка государства. Усилились налоги на личное подсобное хозяйство. Вся страна была втянута в процесс индустриализации. Растущие промышленные зоны требовали все больше продуктов питания для жителей и сырья для пищевой промышленности. В послевоенный период, как и в годы индустриализации 30-х годов, колхозная деревня снова стала основным источником финансовых средств и трудовых ресурсов для промышленности. Во время войны система колхозов практически не развивалась. В эпоху лихолетия, когда, как говорится, было не до жира, лишь бы живы, очень многие колхозы, по сути, распускались. Фермы закрывались, животные раздавались по домам, так их легче было прокормить. Развивалось личное подсобное хозяйство. Но после войны государство начало восстанавливать сельскохозяйственную систему.
В 1946 году усилился мобилизационный характер аграрной политики, и снова стала возвращаться в колхозы земля, которая, кстати, колхозами не использовалась должным образом. Надо сказать, что со стороны самих руководителей сельского хозяйства, местных руководителей сельского хозяйства, происходил некий саботаж аграрной политики, поскольку эти власти, они были рядом с крестьянами, и их интересы им были ближе, чем, так скажем, людей, сидящих где-то во власти наверху. Большую часть населения ТАССР к окончанию войны все еще составляли крестьяне. Для них страшным испытанием стала жестокая засуха 1946 года. И без того тяжелое положение сельских жителей и аграрной отрасли стало почти катастрофическим. От недоедания и голода страдали миллионы людей по всему Поволжью и Приуралью. Массовый голод, но в меньших масштабах, повторился в 1948 и 1949 годах. Тысячи крестьян, спасаясь от недоедания, перебирались в города и соседние регионы. Многие уезжали в относительно сытую Среднюю Азию. У крестьян не было средств и сил для ремонта обветшавших домов, хозяйственных построек. У многих протекали соломенные крыши, которые разбирались и использовались как корм для скота. Заготовка дров в деревнях из-за нехватки лошадей тоже стала проблемой. Нередко для экономии топлива несколько семей жили в одном доме, а некоторые сельчане селились в банях, которые было легче обогреть. Крестьяне писали о своем отчаянном положении в различные государственные органы. Очень многие люди обращались напрямую к руководству страны. Они полагали, что наверху не знают, насколько бедственная ситуация в сельском хозяйстве. Из Апастовского района Николай Соколов написал Сталину: опасаясь обвинений в антисемитизме, он пытается взывать к совести. Давайте я зачитаю. «Я до малейших клеточек своего организма, до мозга костей проникнут единой комсомольской идеей. Где же наша коммунистическая совесть? Где наша правда, истина? На словах одно, на деле другое. Вам пишу я уже 3-е письмо, и десятки людей вам писали и писали в ЦК ВКПБ. Но мер нет, люди голодают, кругом жульничество, подхалимство, ложь, обман. Крестьяне прокляли нашу партию, нашего вождя Сталина, наше ЦК. Они думают, что вся Москва виновата в их страдании, в их голоде. Нет больше сил. Люди не надеются прожить до весны. Это хуже зверства, хуже в 100 раз империализма. Это не коммунистическое, это империалистическое и даже хуже отношение к трудовому крестьянству. Это зверство». К началу 50-х годов около 2000 колхозов ТАССР были отсталыми. Много ручного труда, низкая электрификация и, соответственно, производительность труда. К тому же из сельскохозяйственного оборота республики были изъяты земельные угодья, на которых разворачивалась нефтедобывающая промышленность. Все это привело к перебоям с продовольствием. Пищевая промышленность стала единственной отраслью, которая не выполнила план послевоенной 4-й пятилетки. Многие годы обеспечение людей продовольствием оставалось в республике очень острой проблемой. Дефицитом было все, даже самый главный и самый насущный продукт – хлеб. В продуктовых магазинах с утра выстраивались длинные очереди, покупатели жаловались на его низкое качество, а в маленьких городках и поселках страдали не из-за качества хлеба, а из-за его отсутствия. Радовались любому, какой достанется. Дефицит порождал целую систему злоупотреблений. Вот так описывали жители Мамадыша ситуацию со снабжением хлеба в письме, направленном в газету «Правда». Просим помочь нам в очень тяжелом положении. Этот вопрос о снабжении населения нашего города хлебом и вообще всеми продуктами и промтоварами. Хлеб у нас можно достать только по блату или же иметь большую силу, чтобы пробраться до продавца. Белого хлеба и булочных изделий мы совсем не видим. Знаем, что его выпекают, и видим, как
выносят начальники и некоторые представительные люди, но нам, простым работникам горсовета, хотя бы ржаной был. Иногда утром встаешь и думаешь, как быть, куда идти за хлебом. Различные злоупотребления в сельском хозяйстве, в том числе хищение социалистической собственности, носили массовый характер. Проблема даже вышла на всесоюзный уровень, и первый секретарь татарского обкома КПСС Зиннат Муратов написал письмо Сталину. Более того, есть такой уникальный момент в истории, в аграрной истории Татарстана, то, что в 1949 году было принято решение ЦК партии о борьбе с нарушениями, о мерах с нарушениями в органах прокуратуры и силовых структур, которые тоже занимались прирезкой земли, покрывали расхитителей, так сказать, социалистической собственности. В 1950 году снова было принято решение в Москве по поводу многочисленных нарушений в аграрной сфере в Татарстане. То есть это о чем говорит? О том, что в 1949 году, хотя и было решение, оно было проигнорировано, саботировано. Вот. И, в общем, в 1950 году, в конечном счете, Муратов пишет Сталину письмо о том, что Татарстан, сельское хозяйство Татарстана находится в ужасном состоянии, нужно как-то помочь. И, в общем-то, это письмо, оно как бы резюмирует вот этот послевоенный период в аграрной истории, показывая, что мобилизационный характер себя не оправдывал. Лишь к началу 50-х годов в сельском хозяйстве наметились перемены к лучшему. Были восстановлены довоенные посевные площади. Медленно, но неуклонно стала расти урожайность зерновых культур, картофеля, увеличиваться поголовье скота. Это сказалось и на заработке колхозников. Большим облегчением для жителей села стало значительное сокращение сельскохозяйственного налога в 1953 году. Спустя некоторое время этот налог был отменен вообще. Уже в годы Великой Отечественной войны в ТССР значительно увеличилось городское население, прежде всего в Казани. В 1946 году в городах жили около 800 тысяч человек, уже почти треть всех граждан республики. В Татарии нарастал процесс урбанизации. Здесь остались те, кто эвакуировался во время войны, и приезжали новые специалисты. В поисках лучшей доли в города перебиралась и сельская молодежь на учебу и на работу. Бурно развивающаяся промышленность требовала все новые и новые рабочие руки. Людям нужно было где-то жить. Жилищная проблема стала неразрешимой для сотен тысяч людей. Казань была городом трущоб. В неблагоустроенных домах, без горячей воды, газа, центрального отопления, с протекавшими крышами и промерзшими стенами, ютились целые поколения коренных казанцев. Но и у новых жителей условия были не лучше. Чаще всего это были тесные холодные бараки. К примеру, работников завода «Пишмаш» заселяли в переделанные свинарники, которые были выстроены в Казани на Подлужной улице в конце 30-х годов. В послевоенные годы рядом с предприятиями возникали целые рабочие поселки барачного типа. Нередко ведомственное жилье строили сами рабочие в свободное время за счет своего отдыха. Жилье отапливалось дровами или углем. Комната рядом с производством считалась большой удачей, потому что попасть вовремя на работу было проблемой. В Казани, например, длина улиц в послевоенные годы составляла 360 километров. Многие из них не имели дорожного покрытия и освещения, практически не чистились. В городе не было ни одной снегоуборочной машины, ни одного грейдера. Даже в столице республики зимой и ранней весной дороги и тротуары представляли из себя снежное месиво. Машины часто застревали. С большими перебоями работал городской автотранспорт, который до середины 1950-х годов в основном состоял из списанных военным ведомством машин. В 1947 году в Казани была запущена первая троллейбусная линия, которая соединила центр с Заречьем. Снова появились такси, но на линию выходило всего 5 машин «Победа».
Единственная стоянка такси расположилась в самом центре города на кольце. Так горожане называли площадь Куйбышева. Что касается социальной инфраструктуры городов, то она тоже влачила жалкое существование. Казань, понятное дело, не входил в зону оккупации, поэтому средства не выделялись республике на развитие городского хозяйства. И поэтому, в общем, тут дома были, вроде бы город, но на самом деле происходила, так сказать, рурализация. То есть образ жизни людей ничем не отличался от деревни, потому что в домах практически не подавалось тепло. Очень маленький процент домов был обеспечен водой. Большая часть казанцев, подавляющая часть казанцев, так сказать, у них канализация, удобства были во дворе. То есть Казань вроде бы город, но жили они, практически образ жизни был как в деревне. Кроме того, не работало практически коммунальное хозяйство. Бани, 5 бань имелось, но часто они из-за недостатка воды простаивали. Более того, люди, даже заходя уже в баню, становились как бы заложниками системы водоснабжения. Иногда намыленными приходилось по 2 часа ждать, чтобы воду подали. А поскольку люди жили в домах без ванн, без душа, другого у них, альтернативы у них не было, им приходилось часами стоять в очереди, чтобы попасть в баню. Элементарная санитарная, так сказать, потребность выполнялась с большущим трудом. Очень многие люди тратили свой выходной на то, чтобы помыться, на то, чтобы что-то купить. Дефицит строительных материалов и финансовых средств остро чувствовался и в новых промышленных регионах ТАССР. На нефтяном юго-востоке республики во второй половине 40-х годов тоже в основном строили щитовые бараки. Ситуация с жильем была такой сложной, что, как и во многих других регионах Советского Союза, к строительным работам привлекали недавних врагов. В Казани располагалось одно из управлений лагерей для немецких военнопленных. Они возводили ряд объектов в городе, например, дома в микрорайоне Соцгород, а также здание театра. Серые ранние сумерки, длинная очередь горожан у хлебного магазина. По воспоминаниям очевидцев, каждое утро появлялась колонна пленных немцев. Они шли по проезжей части в сопровождении часовых по одной из центральных улиц Казани, Чернышевского. Сегодня это улица Кремлевская. Пленных вели сюда, на площадь Свободы, на строительство татарского театра, оперы и балета. Их в основном использовали на подсобных работах. Здание театра начали строить еще до войны, но потом стройку заморозили. После победы, несмотря на все трудности послевоенного времени, работу возобновили. В 1946 году был объявлен конкурс на изменение внешнего облика здания, в котором победил проект казанского архитектора Исмагила Гайнутдинова. У театра появился фронтон, украшенный скульптурами в татарских костюмах, лепное оформление татарским орнаментом. В закругленные ниши на боковых фасадах были помещены скульптуры двух великих поэтов – Пушкина и Тукая. Новое здание театра открыли через 11 лет после победы, осенью 1956 года, оперой Жиганова «Алтынчеч». В этом же году театру было присвоено имя Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. Но на большинство заведений культуры средств, конечно, не хватало. Городские власти Казани очень часто обращались в Москву, просили средства, просили деньги на то, чтобы отремонтировать старые здания, отремонтировать здания, которые в годы войны приютили эвакуированных предприятий, эвакуированных людей. Очень многие школы, культурные учреждения в годы войны были отданы под вот эти вот как раз приехавшие эвакуированные предприятия и населения. И для того, чтобы вернуть их к прежнему предназначению, это школы, клубы, дворцы культуры, библиотеки, музеи,
Нужны были хотя бы элементарные какие-то средства. Из Москвы приехала проверка, проверили, сказали, что да, действительно, у вас ужасно все. В Казани нет ни одного убранного двора, дороги в ужасном состоянии, дойдите до Кремля, и там разруха. Но вместе с тем министерство расписалось в собственной несостоятельности, сказали, у нас средств нет, выходите сами. То есть вот средства шли на то, чтобы поднимать промышленность, в основном тяжелую промышленность, а люди при этом жили в авральных экстремальных условиях. Насколько хватало сил, государство заботилось о самых незащищенных гражданах – детях-сиротах, многодетных матерях, инвалидах. Так, количество детских домов в Татарстане за годы войны увеличилось с 17 до 113. Детей не только распределяли по казенным учреждениям, их брали в семьи, развивалась опека. Эти все мероприятия способствовали тому, чтобы детскую безнадзорность и детская беспризорность, они значительно уменьшились. Любопытно отметить, что в годы войны были предприняты меры по охране материнства. 8 июля 1944 года был издан указ Верховного Совета СССР о помощи беременным женщинам, одиноким и многодетным матерям, об установлении звания «Мать-героиня» и учреждении ордена материнства и медали материнства. В Татарстане первыми матерями, которые получили звание матери-героиня, были Мгеравза Бектимирова из Дубьязского района, которая родила и воспитала 10 детей, и Ксения Зотова из Тетюшского района, которая родила и воспитала 13 детей. То есть вот именно из-за того, что демографическая ситуация была очень тяжелая, были предприняты определенные шаги для того, чтобы ее нормализовать. В годы войны значительно увеличилось количество инвалидов, которым тоже оказывали помощь. В городах везде можно было встретить людей на костылях, на тележках, без рук, без ног. По официальным данным, в 1945 году в Татарстане было 40 тысяч инвалидов. Тех, кто мог работать, старались трудоустроить и бригадирами, и председателями колхозов, и директорами предприятий. Многих инвалидов переучивали на специальных курсах. Те, кто совсем не мог трудиться, распределяли по специальным домам и интернатам. Но какие бы трудности ни возникали у людей, главным было одно – победа. Жизнь входила в привычное русло. Отменили карточную систему. Прошла денежная реформа, вернули 8-часовой рабочий день. В Казани выступала женщина-паук, и иногда звучал джаз. Сюда после эмиграции переехал легендарный оркестр Олега Лунстрима, а в августе 1948 года в Казани случился невиданный град. Каждая градина имела размер мелкого куриного яйца весом в 35 грамм. По воспоминаниям очевидцев, улица Баумана в самом центре Казани была сосредоточением всех перемен. Здесь, в проходе знаменитого Дома печати, вскоре после Дня Победы, откуда-то появился местный кореец с лотком самодельных конфет-тянучек. В 1946 году неподалеку на углу был открыт первый в Казани коммерческий продовольственный магазин. Туда ходили как в музей. В обычных продуктовых не было ни колбасы, ни сахара, ни масла, ни фруктов, не говоря о невиданных оливках. Здесь же, на этой улице, было два главных кинотеатра – «Унион» и «Электро» с трофейными фильмами. Газеты, расклеенные на уличных стендах, были основным источником информации. И в них уже не было ни слова про бомбежки.